Всем здравствуйте! На телеканале Якутия-24, программа «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова. Находимся мы в лавке мастеров, называется она Ева. Рядом со мной хозяйка этой мастерской Евгения Щукина. Евгения у нас дизайнер, декоратор, мастер на все руки, в общем, да, отличная мама, замечательная супруга. Евгения, здравствуй! Очень-очень приятно с тобой познакомиться. И я очень рада, что мы сегодня что-то будем делать волшебное, красивое, новогоднее. Да, сегодня мы с вами будем делать новогодние композиции. Будем поднимать новогоднее настроение. Вот такую мы композицию. Да, подсвечник для, чтобы украсить наш новогодний стол, чтобы пришли нотки новогоднего вот этого игривистого настроения, да, чудо, все вот связано. Ну, я думаю, уже пора, потому что уже буквально месяц-полтора остается до Нового года. Пора себе поднимать настроение, да, готовиться заранее. И такие как бы мелочи, но они очень хорошо дают нам, так сказать, настроение, да, мне много будет настроение. Да, настроение. Так что искорки настроения сегодня мы создадим при помощи наших материалов. Мы будем вместе сегодня делать, я буду обучать. Если что, можете потом у Екатерины заказывать. Нам понадобятся сейчас вот такие кусочки, любой материал. Но лучше использовать лен или вот такая мощь. И будем делать сейчас юбочки для свечек изначально. Так. Просто ставим свечку на юбочку нашу и вот так ее сворачиваем. Со всех сторон, да? Да. Примерили, все идеально. Теперь берем просто шпагат. Шпагат — это вообще прямо универсальный такой материал, который можно использовать в любой поделке. Что-то закрепить, подвязать. Так, мы сейчас отрежем. И все тут подвязываем. Можно вот так. Для удобства, да? Можно удобства перевернуть и просто обмотать. Да, обмотать, чтобы мы ее зафиксировали. И делаем просто узелки. Так. Так, потом? Просто узелок делаем. Завязать, да? Да, завязываем. Может получиться с бантиком, может без бантики, эту роль не играет. Ну что так будет красиво. Так, отлично. Готово. Да, теперь у нас, смотрите, есть вот такие специальные подсвечники. Их многие используют в природе, да, хотел сказать, что их создали так. Но сюда ставится просто тонкая свеча, мы переворачиваем ее, это лайфхак. Так даже красивее, да, композиция. И чтобы закрепить нашу свечу, мы сначала здесь делаем композицию. Нам понадобятся вот такие веточки. Мы сейчас будем разбирать. Причем разные, наверное, да? На все вот фантазия, наверное, Да, человека. фантазия вообще, как играет ваша, так можете здесь видим спокойно. Тут шишки, веточки. Так, мы сейчас это лишнее будем убирать, чтобы не мешало. Будем так ее делить одну веточку на две части, чтобы создавать вот такую композицию. Вот Она по кругу, да, должна лечь? Да, по кругу мы сделаем так. Здесь есть такие еще нюансы, когда вот эти самые красивые веточки, мы их пускаем друг против друга. Берем клей. Пистолет — это наше вообще орудие, самое мощное. Так. Сюда нормально, да? Закрепляем их вот так. И горячий пистолет, это горячий пистолет, да. Клей-пистолет. Термо еще его называют. Так, а здесь у нас на него, некрасивые лицензии не надо, если владеть этим пистолетом. Вот так, да? Да. Сейчас она чуть подсохнет. И сейчас будем декорировать вот эти веточки. Евгения, ну мы находимся в вашей мастерской, да? Здесь, не ошибусь, если скажу, что все сделано вашими руками. Да, здесь все выполнено. Как давно вы начали вот творить? Всегда ли что-то делали? Как пришла идея открыть свою мастерскую? Так,
Творить я еще начала со школы, В детстве? с детства. Да, я мечтала стать дизайнером. Мгм. Или, ну, я еще мечтала быть модельером. Там. Мгм. У меня такая мечта была, что моя жизнь все равно будет связана с творчеством. Но у меня, конечно же, как у каждого, видать, после школы подростка, да, который подростки же там еще считаются, закончила школу и приехала сюда уже целенаправленно поступить в художественное. Но в то время это, видать, было то время очень тяжелое, и в итоге мне везде отказали. Так. И я пошла, ну, не сдаваясь, пошла в педагогическое. Поступила в педагогический колледж номер 1 Гоголева. Кстати, очень классный колледж. Там очень много я многому чему научилась тоже. И не жалею об этом. И параллельно проходила курсы дизайнера. Все равно я там где-то частичку нашла творчества. Своего, да? Да, Своё. и я с удовольствием как бы, ну вот, любила ходить, потому что я знала, что, ну, короче, что я сейчас умею, это получается тоже школа жизни. Не сходить с пути, вот, допустим, все время развиваться, все время там что-то новое изучать, какие-то новые техники, все время учусь. Получается, то, что я себя сейчас личность уже сделала творческую, которую уже практически все умею, это получается время. Не, допустим, там при помощи институтов чего-то, а при помощи усердства и времени. То, что не сдавалось. Вот. Ну, опыта. Опыт, да, вот это самое, наверное. Вы сказали, 35 техник, Да, техниками обладаете, 35? Да, разными техниками. Неужели столько существует? Существует их очень много вообще. Творчество это же получается масштабно вообще. Искусство это искусство это большое пространство. Вот, все, что там креатив, вот это все. И, как сказать, есть мелкие такие дорожки, как сказать, ну, ответвления, ответвления, да, техники, и как бы каждый изучаешь. Вот, допустим, я начинала просто, допустим, изначально просто с точек рисовать точками, вот. Потом декорировать, декупаж, это уже получается с мелких деталей. Потихоньку ты растешь, и в итоге сейчас я уже, допустим, дизайнер интерьера, штукатурки делаю, там композиции всякие, картины объемные, ну уже масштабно. Я думаю, у нас с вами как минимум 35 выпусков тогда должно быть. Да, давайте сделаем. В нашей программе, да? Сделаем шикарные 35 выпусков. Вот уже первый выпуск. Очень много техник, даже к Новому году уже около 10 есть. Здорово. Разные вот. Не только композиции, даже вот сервировка стола. Это тоже, кстати, такая техника. Это нужно уметь со вкусом все составить. Правильно что-то поставить, да, поставить, разложить, украсить, да. как-то угадать цвета, вот сочетания. Вот, кстати, цвета. У меня ушло около, наверное, 6-7 лет, чтобы научиться с цветами работать. Да? Это было очень сложно. Это, мне кажется, самое сложное было это вот подобрать цвета. Сочетать их. Да? Потому что, да, бывает иногда вот, если человек, допустим, с цветами яркими не дружит, он просто все в белое красит. А если который с цветами уже начинает, это уже жестко глубокий такой творческий человек, который уже умеет сочетать. И для меня это было такой уровень дойти до этого, чтобы сочетать цвета. Но это время ушло. Но потом, когда к тебе приходит такой уже, типа, это же было легко, типа, как я не могла сочетать цвета? И потом такое смотришь, что прошло очень много времени, оказывается, что тебя просто озарило. Но я счастлива, что ко мне это пришло. Могло же не прийти до этого. Озарение. Основу сделали. Наша основа выглядит... Клей у нас подсох. Клей-пистолет, он универсален тем, что он быстро сохнет. И мы максимально успеваем все зафиксировать. Так. Немножко мы от этой композиции отойдем, но подобие будет такого. Ну, примерно. Да, примерно такое будет у нас. В принципе, это легко сделать. Это очень легко сделать. Главное, чтобы были материалы, ну и вдохновение. Если есть желание, вы можете вообще все. Я знаю, что вы мама, у вас 3 детей. Да. И как вот находите время для себя, для творчества? Дети понимают, уже взрослые. Ну, как? Да, дети, они в этой атмосфере уже выросли. Для них это норма. Мы же, получается, как сказать,
где родились, в такой атмосфере Ага. выросли, для нас же это всегда норма. Ну и для них это, они... В доме, наверное, тоже многое сделано Да, вашими руками. дом у нас полностью все, как сказать, я думаю, что скоро, наверное, к нам как в музей будет приезжать. Но я уверена, что у вас красиво. Спасибо. Обычный клей ПВА. Вот мы будем делать имитацию снега. Можно также хлопушки снега посыпать искусственного, также можем сделать из блесток. Ну, это мы добавляем такой немножко новогодней роскоши. Вот бывает же, когда снег блестит, Да. нападал, да. И мне вот нравится эффект вот этого, вечером идешь, он такой прям переливается. Да, переливается. Этот эффект у меня прямо с детства весь. Я вообще до сих пор верю в сказки, в чудеса, да? Ой, какая красота Да. сразу, да? Вот видите, какой И эффект. настроение сразу поднимается. Все, Очень доставайте красиво. фужеры, Новый год! Так, Мгм. Пойдет. Да. И посыпаем блесками. Чуть-чуть там. Так, сейчас я тебе на крышечку делаю. Все. И ты посыпаешь так. И теперь ага, Так. вообще классно. Теперь эту Волшебство. веточку Ага. будем крепить сюда. Так, Так, ага. поверх, да? Да, поверх. Аккуратно не обожгите пальцы. Угу. Так. Такая красота. Мгм. Теперь еще одно. Мгм. Тоже вот противоположно Ага. этой. Мы закрываем вот эти уголки, которые откусили. Мгм. Которые вот у нас отрезаны, да? Ага, Надкусаны, отрезаны. ясно. Мгм. Но все эти, так скажем, материалы мы можем найти, в принципе, они в доступе. Они в доступе Всегда. свободном. Опять-таки можно Мгм. прийти к вам Да. в мастерскую, да? Вот, Минутка рекламы. минутка. Ну, то, что тут в магазине в нашей мастерской находится, это все материалы, с которыми я работаю. Ага. Я их вообще, получается, мастерскую открыла для своего удобства, чтобы не бегать по всему городу, искать ту или иную деталь. Мгм. Я открыла, как бы, такая думаю, надо создать место, чтобы все материалы были в одном. Чтобы все было Да. в одном месте. Вот если Мгм. вдохновение придет, то, все, Да, пришла да, и да. собрала. Мгм. И здесь я вот, по сути, я сюда приезжаю, я здесь отдыхаю. Я Мгм. что-то сижу, делаю, я прям отдыхаю, потом уже смотрю, время вечер, надо домой уже. Тут уже У меня- торговый центр закрыли. Я такая, У меня же семья. да. Ой, я же мать. Я же мать. Теперь мы закрепим нашу свечку. Тут просто на дно вот так побольше. Мгм. И сейчас под свечку уже будем фиксировать остатки материалов. Так, просто ставим, да? Да. Фиксировать, Ой. чтобы она более Ровно. ровно. Ну, потом мы еще ее подправим. Ага. Главное, чтобы она сейчас приклеилась. Мгм. Так, потом мы будем добавлять шишечки разные. Если желаешь, можешь также их, смотри, просто вот на кончике чуть-чуть клея местами. Мгм. Имитация снега. Да, также Ага. мы все продолжаем вот эту технику. Вот, М, тоже края мгм. обрабатываем клеем и туда прям втыкай. Ага. Все, фиксируй. Ее нужно чуть-чуть прям подождать, чтобы она подостыла. Ага. Уже, да, красота получается. Теперь мы будем добавлять ягодки. Еще также мы используем хлопок. Это мой любимый материал вообще. Ты. Это натуральный хлопок. И в каждой декорации я его практически использую. Ага. Здесь мы тоже надкусим наш стебель. Так, сначала ты можешь его примерить, посмотреть, где Ага. будет по твоему взгляду он смотреться. Ага. Так, теперь достаешь, и мы обработаем Ага. клеем края и обратно вставляешь. Теперь у нас еще будем использовать новогодние игрушки. Здесь нам потребуется проволока. На, тебе кусочек. Ага. Вот эту снимаем, пипетку. Ага. И проволоку вот так накручиваем. Можно согнуть ее и вот так скручиваем.
Так, и она у нас должна... Да, тоже Так, да? кончик там можно подогнуть и Ага. будем фиксировать тоже. Можешь посмотреть, где тебе Примерить. примерить, да, где хорошо ее, Ага. где Так. видишь. Ага, так. Все вот так же мы наносим. Проволоку используем, потому что она более гибкая, пластичная. Если что, там можно потом подкорректировать, подогнуть. Тебе, кстати, сразу видно, творческий потенциал Да. есть. Ага. За что такая красота? Так, Так, еще можем добавить. да, обязательно. Мгм. Так, куда-то вот сюда. А вообще любой человек может овладеть любой техникой. Ага, Главное желание. Вот, допустим, если тебя заинтересовало, вот, ага. допустим, видишь, композиция, да, сейчас я Мгм. тебе обучу, и тебе понравится. Ты можешь сама потом приходить, клепать, делать подарки на Новый год уже. Уже не будет головной боли бегать по торговым центрам, искать. Да, Да, была А тут- такая идея, кстати. Ага. Ну и давай. Чего-то еще не хватает, да? Да, мы еще Серебристого. серебристые сейчас. Еще у нас есть, в основном ты заметила, у нас много используется природных материалов. Шишки, вот эти вот корица у нас еще есть. Это кунжут, А, кунжут. да, Высушенный, да? да, высушенный. И его, кстати, многие Листочки. используют декораторы. И смотри, как он классно вообще дополняет композицию. Примеряй, смотри, где Так. будет лучше смотреться. Вот хлопок тоже у нас природный материал. Ага. А можно же и елочки, да, ветки какие-то даже в парке собрать. Ну, да, но это уже лучше не использовать в такую композицию. Это лучше использовать уже через... кстати, у нас будет скоро вот из Нобелеса мы делаем тоже композиции. Можно потом попробовать из живых. Давайте. Ну, это, во-первых, запах Нового года, да? Ага. Ароматы вот эти. Ну и плюс полезно для здоровья. Дышать, по-моему, Да. как раз вот Хвоей. хвоей очень полезно, тем Мгм. более вот после последних Событий. различных вот этих. событий, да. Мгм. Сейчас тем более мы вообще все нуждаемся в реабилитации, да, после пандемии. Уже приналовчилась, так, уже мастер. Так, дайте мне следующую. Да. Я мастер по закручиванию. Пробовала. Когда я буду брать заказы, я скажу: Катя, приходи, мне нужен мастер по закручиванию. Проволок. Да. А вот это мне еще нравится, красивое. Кстати, да, вот эти ягодки тоже добавим. Серебристые, да? Их тоже можно распотрошить. Поняла. Она, да, раскручивается это все. Ага. Материалы не боимся. Они не кусаются. Да, и, кстати, что удобно, даже если что-то сломается, всегда можно что-то Да. подклеить, подкрутить. Отреставрировать, Да, да. не страшно. Ага, вот эти ягодки такой же принцип, как с шариками. Ага. Подгибаем, примеряешь. Ага. Всегда все примеряй, смотри, как будет смотреться. Ага. Смотри, как классно. Так, Уже очень очень даже. красиво. Так, вот это уберите, пожалуйста. Когда ученик превзошел учителя. Ну и смотри, что еще хочешь добавить. В принципе, можно что-то подбавить. Вот чего-то не хватает, я не могу понять, чего. Ага. Ну, еще главное бывает в работе, в композициях не Не переборщить. переусердствовать. Да. То у нас такое получится. Так, намек понят. Цыганская такая композиция. Эй! Бум! Я не остановлюсь, пока все тут не испробую, не пихну в Вот эту одна композицию. веточка, мне не хватает вот одной веточки, я чувствую. Чуть Да, я поменьше. уверена. Так, А её ее можно отрезать, Да, да? смотри, все Ага. режется, как я говорю. Все ломается. Да. Ну, примеряй. Так, Удачи. такая вот. Где она? Можешь к хлопку. Обычно, смотри, есть цветовой закон Так. у декораторов. Да? Ага. Если такой цвет, то ближе к этому цвету нужно толкать. Да. Вот видишь? Ну вот про что я говорила. Да. У меня нет Ага, и такого таланта. Ага. просто всегда верти, крути, смотри. Ага. Вот видишь, допустим, как. Мгм. Да. Мгм. Он как бы не выделяется, но дополняет общую Ага. картину. Ага. Ну и да.
На этом, я думаю, можно завершить. Ага. Шикарно. Так, спрячу. Ага. Ну вот, очень красиво, мне прям нравится. Да. Наша композиция. Ну, композиция же, Да, иначе это не получается назовешь. новогодняя композиция. Да, готова. Такая она у нас Очень красота насыщенная. получилась. Я надеюсь, вы уже почувствовали вот эту энергию Нового года. Конечно, Прямо на ух. все эти 45 минут я сижу и ощущаю. Евгений, спасибо огромное за такой очень интересный живой разговор, за полезный мастер-класс. Действительно, очень легко, уважаемые телезрители, вы можете сделать это вот просто на раз. Главное желание, вдохновение, да. И, ну и вообще, даже если нет вдохновения, можно его найти, Да. что-то создавая. Сейчас уже у нас очень творческий народ, кстати, живет в Якутии, и я думаю, что для вас это будет как идея, или как, может, даже толчок, что уже начинать нужно готовиться. Да, уже пора Время поднимать настроение очень быстро, себе, да, своим детям. близким. Да, Ну, украшать. и я думаю, что сейчас очень ценно стало подарки своими руками. Это потому что частичка души, она вложена, и приятно получать. Когда человек уже действительно тебе думал, собрал и подарил. Для тебя это, сделал. Ну и сейчас мы посмотрим, да, да, как мы это сейчас всё посмотрим, смотрится. как это будет смотреться на сервировочном столе. Наш результат, наверное, ожидание, реальность. Ожидание, реальность. И что получилось? Ничего, да? Ожидание. Ожидание. И хотелось бы дополнить, что каждые вот такие элементы, детали, они очень дают большую законченную картину, и нельзя исключать, как бы говорят, вроде мелочь, но я не сказала бы, что это мелочь. Это на самом деле очень такие очень элементы. Такую роль играет, да, даже большую. Большую наверное, роль. да? Вот, допустим, просто мы сделали композицию, мы уже этим показали, что у нас уже новогоднее настроение, вот приближение Нового года. Как бы эти детали показывают, какой вот праздник, какой вот настрой. И, в общем, всех с наступающим, всех с наступающим Новым годом, Да. правда. Творите, создавайте уют, настроение. Творите своими руками. Евгений, еще раз спасибо большое. Очень скоро, я думаю, снова появимся в вашей мастерской. Да, я вас буду очень рада с новыми техниками, с новыми творениями. Техник у нас очень много. Можно даже сделать передачу 360 дней с Евгением Щукиным. Обязательно. Да, потому что каждый день я что-то тоже создаю, творю. У меня не проходит ни дня без творчества. Так что я всегда рада вас видеть. Очень приятно было с вами познакомиться. Нам тоже очень приятно. Да, и жду вас еще раз в гости. Спасибо, Евгения. Ну а мы увидимся на телеканале Якутия 24. Смотрите наши выпуски.